Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня наш выпуск посвящен великому празднику 9 мая. И мы с удовольствием поздравляем всех наших уважаемых, любимых ветеранов. И сегодня у нас в гостях участник поискового отряда «Книга памяти КАИ» Тимур Камалетдинов. Тимур Камалетдинов родился в 1985 году в Казани. В 2003 году окончил гимназию номер 96 и поступил в КАИ. Поисковой деятельностью Тимур занимается со школьных лет. С 2004 года на базе поискового отряда института с друзьями начал развивать военно-патриотическое движение «Книга памяти КАИ». В 2007 году было сформировано объединение студенческих поисковых отрядов в составе объединения Отечества Республики Татарстан. В 2013 году Тимур Камалетдинов стал членом Координационного совета общероссийского движения «Поисковое движение России» от Приволжского федерального округа и получил благодарность президента Российской Федерации за увековечивание имен павших в Великой Отечественной войне. Приветствую, Тимур! Добрый день, добрый день. У меня небольшой сувенир есть. Это с наших раскопок. Мы нашли при проведении наших раскопок для вашей программы. Пожалуйста. Вот что это такое? Написано «Ко всем военнослужащим Красной Армии». Это агитационная листовка, которую немцы раскидывали над нашими позициями в надежде, что, значит, наши бойцы будут переходить на их сторону. Но они использовали это в основном как бумагу для самокрутки. Угу. А это вот оригинал или нет? Оригинал, да. Это было найдено в Ленинградской области при проведении раскопок. Спасибо большое, спасибо. Очень раритетный подарок. А вот что у тебя в руках? Это патрон. Стандартный обычный патрон, который использовался немецким карабином Маузер 98. То есть это вот немецкая, получается, да, у нас? Да, это немецкая. Советские у нас все лежат в наших музеях, поэтому мы их оставили у себя. Спасибо большое, спасибо, Тимур. Сегодня мы с Тимуром поговорим о раскопках, которые проходят в местах боевых действий, и поговорим вот о Великой Отечественной войне. Ну и вместе приготовим два блюда полевой кухни. Я думаю, во время раскопок вы эти блюда со своей командой много раз готовили, но сегодня будет такой наш рецепт. Договорились? Хорошо. Ну и начнем мы с первого блюда. Это каша из полбы. Полбу мы заранее замочили. Сейчас Тимур записывает все. Да. Учусь. Стоит. Открыли, естественно, баночку тушеночки. Вот. Но перед этим еще надо нам немножко порезать лук. Поэтому первая твоя задача – помочь мне. Давай, Тимур. С удовольствием. Берем лук. Вот ты посмотришь, кстати, и скажешь, готовите ли вы свою кашу так или по другому рецепту расскажешь. Небо наш, да. Держи. Тимур, расскажи, пожалуйста, вот с чего все у тебя началось? Вот как ты пришел в этот отряд? Ну, не в отряд. В поисковое движение я пришел в 7 классе. У нас учитель физики была в свое время, когда еще училась в КГУ, она была членом снежных десантов, тогда это называлось снежные десанты. И она, соответственно, по окончанию продолжала заниматься поисковой работой. И вот как-то, каким-то образом, я не знаю, там, вот во мне, в моем однокласснике она увидела, что вот это должно нам понравиться, и предложила нам вступить в поисковое движение. Ну, мы пошли, соответственно, начали там ходить, заниматься, помогать старшим товарищам. И как-то так вот оно зацепило, и вот уже получается, сколько, 16 лет практически. 16 лет у меня будет в октябре, как я занимаюсь поисковым движением. Ну а непосредственно в своем отряде я с 2002 года. Он тогда назывался сначала просто «Книга памяти». Вот. Ну а в 2004, когда уже мы в КАИ занимались активным развитием патриотического движения, мы его, соответственно, сделали студенческим отрядом при КАИ. Ну вот скажи, пожалуйста, ты помнишь свой первый исторический экспонат, который ты вот сам лично нашел в земле? Самое первое, что мне получилось найти, это была фляжка. Обычная красноармейская фляжка. Мы вместе с поисковым отрядом Санкт-Петербургского государственного университета в 2002 году на Невском пятачке, это место, где долгое время пытались прорвать блокаду Ленинграда, занимались раскопками, и на металлоискатель просто на звенелик, да, как говорится, что-то начали копать, и получилось, что внутри траншеи нашли как раз вот эту фляжку. Она была абсолютно целая. Когда ее открыли, выяснилось, что она доверху забита махоркой.
То есть еще это... махорка сохранилась. Да. И, видимо, старшина нес для роты махорку, потому что она полностью прям вот под самый срез. Ну и все, и потерял, уж непонятно, что случилось. Вот это такой трофей стал, мы эту махорку, соответственно, между всеми поделили. И попробовали. Естественно. Лук у нас готов. Сейчас, Тимур, мы его будем обжаривать в нашем вот таком красивом полевом казанке. И сейчас, Засыпаю, да? да, секундочку, я добавлю маслица. Так. Тимур, расскажи, пожалуйста, вот кто-нибудь из твоих родственников участвовал вот во Второй мировой войне нашей Великой Отечественной? Великой Отечественной. Да, у меня точно 2 прадеда участвовали. Одного, правда, я застал только в живых. Вот. И с ним я успел как бы, ну, достаточно много пообщаться. Закончил войну командиром инженерной разведроты в Берлине. Но еще будучи школьником, я успел такой маленький документальный фильм снять по его воспоминаниям. То есть у меня сохранилось, так скажем, такое. А кто снимал? Ты сам на камеру снимал? Ну да, сам снимал. Ну, мы в школе с ребятами занимались съемками фильмов, и как раз вот очень удачно я успел снять его, буквально последнее интервью. Ну, расскажи какую-нибудь вот историю, которую тебе рассказывал твой дедушка. Он, интересно. Он мне подарил планшет, обычный офицерский планшет под карты. Он наш советский, но история была интересна тем, что, значит, их отправили ночью в разведку на нейтральную территорию для, значит, сбора разведданных. И вот он рассказывал, что они, когда на нейтральной территории были, услышали, как едет мотоцикл, устроили засаду, значит, расстреляли, убили водителя, значит, немца и офицера в люльке. При обыске офицера нашли у него вот этот вот наш офицерский советский планшет, который он, видимо, как трофей взял себе, в котором были карты расположения вражеских позиций. Они, соответственно, эти карты сдали в штаб, а планшет мой уже, соответственно, прадед оставил себе. И с ним уже до конца войны дошел. Для молодежи скажу, это не тот планшет, который сейчас у всех даже детей есть. Да, это то, что Да. сейчас назвали бы сумкой. Да, то есть это кожаная сумка в основном, да? Да, которая вот так вот документы. раскладывалась, как книжка, и в ней хранили карты, документы и так далее. Ну, я тоже, кстати, Тимур, могу тебе с гордостью сказать, вот мой дедушка, то есть отец моего отца, тоже до танки дошел до Берлина и удачно вернулся обратно. Поэтому еще раз поздравляем всех ветеранов, которые смотрят нас и которые участвовали в боевых действиях. Большое вам еще раз спасибо. Лук получился у нас вот такого золотистого цвета. И, Тимур, сейчас мы берем тушенку, говядину и запускаем ее. Самый главный ингредиент, да? Самый главный ингредиент каши. Тушенка. Да. Итак, все это мы перемешиваем и также на небольшом огне обжариваем. Тимур, расскажи, пожалуйста, вот как зарождались поисковые отряды, поисковые движения вот в нашей республике? Ну, зарождалось это все на самом деле очень давно, еще в 60-х годах с так называемых снежных десантов, когда ребята, историки из ФАКа КГУ пошли по пути частей, где служил Муса Джалиль. И пришли в так называемую долину смерти, где вторая ударная, Власовская еще, да, ее называют армия, как раз попала в окружение, когда они пытались прорваться по Волховским болотам к окруженному Ленинграду и разорвать блокаду. И фактически вся армия там погибла. И когда наши ребята, студенты, пришли туда, они увидели, что огромное количество наших солдат, красноармейцев лежат незахороненные, лежат на поверхности. При этом как бы армия имеет такую как бы репутацию предательской армии. И вот они постепенно начали вот это все изучать, разбираться, начали ездить. Ну а в 89 году уже состоялась первая... В 88-м, извиняюсь, первая всесоюзная экспедиция как раз-таки туда, в долину смерти, уже под эгидой комсомола, под эгидой правительства. Ну вот с тех пор ведется вот эта вот активная работа по поиску и захоронению останков наших офицеров и солдат Красной Армии. Ну вот сейчас, сам знаешь, сейчас век такой компьютерный, все играют в компьютеры, то есть практически даже на улицу никто не выходит. Вот как заставить людей все это бросить, да и поехать, например, там в Ленинградскую область и, ну я не знаю, целый месяц проводить в лесу, искать вот что-то. Скажи, пожалуйста, вот как по-разному. Вообще у нас делятся на 3 категории отряды. Есть школьные, студенческие и взрослые. Взрослые отряды в основном состоят из тех, кто еще в 80-е годы, будучи студентами, ездил. Вот до сих пор им это близко. Они продолжают заниматься этим в свободное от работы время, в отпуска и так далее. Школьники, соответственно, это все гораздо проще. Да? Это внеучебная работа и так далее. Но со студентами это гораздо сложнее, но все вузы ведут так или иначе работу по патриотическому воспитанию, да, ведут какую-то внеучебную деятельность, находим способы мотивировать, все завлекать. Вот сейчас
на 2014 год какие вузы имеют отряды поисковые? У нас Все основные государственные вузы и крупные негосударственные, такие как, например, ТИСБИ или ИЛЭП. И все это делается за счет института. Вузы поддерживают свои отряды по мере возможности. Поддерживают отряды, допустим, вот студенческие отряды города Казани очень активно поддерживаются комитетом по делам молодежи, исполнительного комитета города. Ну и вообще в целом Министерство молодежи, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан очень активно поддерживает в целом поисковое движение уже всей республики. Разная грантовая политика, грантовая поддержка. То есть государство, оно очень активно сейчас поддерживает и оказывает помощь поисковым отрядам. Ну, можно сказать, что этим текстом мы всем, кто помогает поисковым отрядам, сказали в прямом эфире большое спасибо. Мы обжарили лук и тушеночку, и сейчас добавляем полбу, Кашу. которую мы заранее замочили. Добавляй. Я это все помешаю. Отлично. Так, Тимур, ну теперь расскажи нашим зрителям вот, о движении поисковых отрядов вот в самой России. Ну, как бы в России тоже, в зависимости от того, где, да, есть фронтовые регионы, там, где война шла, а есть тыловые регионы, как вот у нас. Соответственно, фронтовые регионы, там копать, то, что вот называется черные копатели, да, это вот, война ушла, начали потихонечку копать. А так тоже официальное движение, оно где-то вот с 80-х годов. А сейчас, буквально в том году, в 13-м, при поддержке... Соль надо, наверное. Да, давай немножко добавим соли. При поддержке Владимира Владимировича Путина было создано поисковое движение России, которое объединило практически все регионы России, все основные крупные поисковые объединения, как во фронтовых регионах, так и в тыловых регионах. И сейчас ведется вот уже такая, скажем, скоординированная общая работа по всей России. А ты можешь вспомнить такие случаи, когда поисковые отряды, ну, в том числе российские, находили вот целую технику, например, в интернете, как ты видел, что нашли целый немецкий танк из болота вытащили? Что-то такое очень много встречается. Невский пятачок, например, где мы достаточно долгое время копали. В Неве на переправе там было затоплено большое количество танков. И некоторые танки находились буквально вот настолько близко к поверхности воды, что в ясный день их можно было видеть. Вот оттуда при мне, так скажем, да, я был свидетелем этого, подняли и гаубицу нашу отечественную, и несколько танков в разный период времени. То есть это достаточно часто встречается. Но, соответственно, чем больше времени проходит, тем меньше этой техники уже остается. Потому что всю основную технику, ее, естественно, собрали еще сразу после войны на металлолом, да, и так далее. Ну а сейчас вот в таких вот труднодоступных местах самолет очень часто поднимает. То есть есть поисковые отряды, которые специализируются только на поиске и поднятии самолетов. Они ездят, соответственно, по каким-то деревням, где у местных жителей спрашивают, собирают данные и, соответственно, занимаются поиском именно и подъемом самолетов и летных экипажей. Так, Тимур, в нашу кашу осталось добавить Воды маленько, да? немножечко воды, да, совершенно верно. Ну, буквально вот, да, чуть-чуть. Все это перемешиваем. Ну и пока мы будем готовить наше второе блюдо, я предлагаю в духовочку отправить нашу кашу, и пусть она томится в этом прекрасном казанке. Примерно на 30-40 минут. Вот. Конечно же, в походных условиях такой замечательной духовки нет. Можно выкопать. Можно выкопать, да, еще и немецкого производства. Ну что ж, буквально через пару мгновений мы начнем готовить походный суп. Дорогие друзья, вы смотрите по-прежнему программу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях участник поискового движения «Книга памяти КАИ» Тимур Камалетдинов. Разговариваем мы о Великой Отечественной войне, о поисковых отрядах и не забываем готовить полевую кухню. Сегодня это полевая каша, которая у нас уже в духовочке, и Суп. суп. Полевой суп, конечно же, ингредиенты его очень легкие. Это тушенка из говядины и маринованные овощи. Здесь есть и перец, и помидоры. Ну, в принципе, все это можно купить в любом магазине. И самый главный рецепт очень прост. Легко готовить. Легко готовить. Итак, сначала мы обжариваем тушеночку. И только потом добавим туда овощи. Но перед этим помоги мне, пожалуйста, порежь зелень, Тимур. Так, а я сейчас буду все это обжаривать. Тимур, скажи, пожалуйста, вот обращались ли вы конкретно вот в твой отряд, люди, которые потеряли во время Великой Отечественной войны своих родственников, чтобы вы их нашли? Ну, конечно, обращаются и в наш поисковый отряд, и вообще в поисковое объединение наше Отечество Республики Татарстан с просьбой помочь найти информацию про прадеда, там, деда и так далее. Мы все эти
запросы обрабатываем, все, что можем, находим, сообщаем. Очень часто бывает обратная связь, когда, допустим, мы находим какого-то бойца при проведении раскопок, и уже после определенных, так скажем, экспертиз удается установить его имя, находятся его родственники, и уже родственникам мы сообщаем, что вот найдены останки их родственника. Бывает, что получается это сделать быстро, и родня забирает останки своего предка к себе куда-то там в родной край, где у них. Перед захоронением? Да, а бывает, конечно, такое, что бойца нашли, допустим, в году 2000, а удалось установить, провести экспертизу, установить его данные и найти его родственников уже там в 2008. И вот так вот тогда, получается, родня приезжает уже туда, где они были захоронены, в братских могилах, и уже ставят им там памятник непосредственно. Мы обжарили нашу тушеночку, сейчас я добавляю нашу смесь. Кстати, смесь очень похожа на лечо обычно, который есть у каждого дома. В каждом магазине. В каждом магазине. Да, и в каждом походе должно быть. В каждом походе это как повезет. Тимур, раз мы затронули тему походов, расскажи вот конкретно твой отряд. Чем питается, что готовите, кто готовит, девушки, мужчины? Или у вас сухой паёк там всегда? Ну, у нас, как и положено, у нас есть наряды по дежурству, по кухне. Соответственно, мальчик с девочкой. На мальчике вся тяжелая работа, дрова, вода. На девочке, соответственно, приготовление. Меню: каши, супы. Бывает, какие-нибудь блины делают прямо на костре. Даже блины можно Конечно. делать в лесу? Мы можем все. А как же вот это вот, я помню еще со студенчества, когда картошечку в уголечек, там потом... Но это уже, знаешь, это уже вечером у костра под гитару. Это тоже обязательно. Но это уже не обед, ужин или завтрак, да, это уже такое как бы для себя. Тимур, ну давай еще расскажем нашим зрителям, вот молодежное объединение Отечества, какие акции проводит в нашей республике? Акции проводим все Вот, например, сегодня. Акции проводим достаточно разные, но вот непосредственно сегодня, как раз откуда я к вам и приехал фактически, мы уже в 3-й раз проводили акцию «Аллея памяти». Мы сажали яблони в нашем Парке Победы в честь как раз вот дедов, прадедов, всех тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Это ежегодная акция? Это ежегодная акция, мы ее проводим уже в 3-й раз. Включая сегодняшний, вот этот год, мы посадили уже, получается, 170 деревьев. Скоро ждем урожая? Я надеюсь, скоро будет огромный яблоневый лес. Зелень мы приготовили, вернее, ты приготовил, молодец. Она Нарезал. пригодится, да, для финального стола. Здесь у нас тушеночка обжарилась с овощами, и сейчас остается только достать кастрюлечку. Ну, такой вариант домашний, прозрачной кастрюлькой. В ней, кстати, очень удобно готовить. Да, давай наливаем водички немножечко. Давай. И вот эту всю смесь мы отправляем. Ты следи за уровнем. Давай, все, достаточно, да. Мы отправляем в нашу воду. Все это минут 15-20 готовим. И походный суп можно будет пробовать. Итак, сейчас мы перекладываем нашу смесь тушенки и овощей в водичку. Заготовочку надо. Да, заготовочку. Тимур, а были вот такие моменты во время, сколько это было, 18 лет уже? 16. 16 лет, да? Вот, благодаря которым, ты можешь сказать, не зря я состою в этом поисковом отряде, поисковом движении. На самом деле, каждый раз, когда ты приезжаешь с раскопок, когда ты приезжаешь на раскопки, да, так называемые вахты памяти, ты понимаешь, что вот все то, что мы делаем, оно не просто так, оно очень нужно, потому что когда получается найти бойца со смертным медальоном, это огромная редкость. Я думаю, надо воды налить, да? Да, давай немножко. Это огромная редкость, потому что их в 1942 году вообще отменили и оставили только красноармейские книжки, а, соответственно, красноармейская книжка в земле сгнивает моментально. Это является большой удачей. И тогда получается установить и его данные, его имя, и его дом, родню и так далее. И вот в эти моменты понимаешь, что вот это вот еще одна судьба, которая вернулась из прошлого, которая была, вот так скажем, вырвана, да, из вот этого забвения. И все это не напрасно, потому что это люди, которые в нашем возрасте, даже моложе, чем сейчас я, да, они без каких-то там лишних размышлений защищали нас, жертвовали своей жизнью, и мы, я думаю, обязаны сделать все, чтобы все имена были восстановлены, и ни один наш защитник не был без вести пропавшим. Еще раз желаю удачи всем поисковым отрядам, которые работают на территории России. Молодцы, спасибо. Спасибо.
Итак, до готовности нашего супчика осталось совсем немного. Давайте немножко добавим соли. Да. И сейчас мы доведем этот супчик до кипения и затем, наконец-то, будем пробовать нашу полевую кухню. Походный суп. Обжарили тушенку и овощи, залили водой, довели до кипения и варили минут 10. Полевая каша из полбы с мясом. Заранее замочили полбу в холодной воде. Лук мелко нарезали, обжарили в казане, добавили к нему тушенку и еще немного обжарили. Затем в казан добавили полбу, посолили, поперчили, долили воды и томили в духовке 30-40 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, заходите в нашу группу ВКонтакте, выкладывайте свои блюда, готовьте вместе с нами. Тимур, наконец-то все наши блюда готовы. Вот наш супчик полевой. И сейчас, Пора под твои доставать аплодисменты, я открываю духовочку и посмотрим, что же там с нашей кашей. Опа! Вот такой замечательный чугунный казанок. Открываем. Я готов. Так. Какой аромат. Скорее, давай тарелочку. Давай. Так. Ох, как хорошо-то получилось. Мне кажется, удивлю я тебя сегодня. Как ты думаешь, Тимур? Я Так, сейчас... давай мне тарелочку. Да подожди, Хочется скорее попробовать. ты меня торопишь. Тимур, скажи, пожалуйста, вот сейчас вот в преддверии праздника 9 мая, чем заняты вот твои отряды? Ну, смотри, основные отряды у нас все еще в экспедициях. Они вернутся только 12 мая, да. Ну, а, соответственно, небольшая группа студенческих отрядов, это и КХТИ химики, и книга памятника, значит, ИУЭП, Красная стрела. Ребята остались здесь для того, чтобы принимать участие во всех мероприятиях, которые приурочены к 9 мая. И, соответственно, принимать участие в возложении цветов с утра традиционно к вечному огню перед Парадом Победы с участием ветеранов и президента республики. Ну, еще раз мы передаем с помощью нашей программы привет всем участникам поисковых отрядов и особенно тем, которые вернутся только 12 мая. Итак, Тимур, наша полевая кухня готова. Замечательная каша, супчик. Как вы уже, уважаемые телезрители, заметили, все это готовится очень быстро, легко. Вперед! Пробуем. Конечно. Какой бульончик получился. Интересно, а что же скажет Тимур, эксперт по полевой кухне? Вот что ты, как Я тебе скажу, супчик? что вкусно. Вкусно? Вкусно, да. Я думаю, мы будем теперь готовить именно так. Я думаю, надо попробовать кашу. Ну, каша это вообще святое. Каша. Итак, каша не из топора. Она вкуснее, чем из топора. Тимур, блюда получились просто восхитительные. Несмотря на то, что мы использовали простые ингредиенты, все это быстро готовили. Все это украсит любой поход, поэтому, друзья, смело готовьте то, что мы готовили сегодня с Тимуром. Я хочу, воспользоваться случаем, поздравить всех наших дорогих ветеранов с наступающим 9 мая. Огромное вам спасибо. Долгих вам лет жизни. Спасибо. Спасибо, Тимур, за то, что ты пришел к нам. Ну и, мне кажется, праздничный стол поднял тебе настроение. Конечно. А мы еще раз от всей нашей программы, от нашей редакции, Хорматли ветеранар, от всей души мы поздравляем вас. Крепкого вам здоровья, мы вас любим, помним и никогда не забудем. Пока-пока. Это была программа «Секреты татарской кухни». Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.